Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. С вами Петр Цыпандин. Мы находимся в гастростудии ресторана «Мусхая». Со мной, как обычно, Семен Тарбахов. Семен, приветствую. И к нам сегодня в гости пришел доцент Института математики и информатики Северо-Восточного федерального университета Евгений Шарин. Женя, приветствую. Познакомься, пожалуйста, с Семеном. Добрый день. Добрый день. По совместительству Женя является моим соотечественником, односельчанином, тоже закончил Тюнгулюнскую среднюю школу. Мы родом вместе из села Тюнгулю, Менгаляр, Хаят Дюгар. Обязательно. Да, обязательно Хаят Дюгар. Вот. Спасибо, что ты согласился перейти к нам в гости. Вот. И учитывая, что у нас, скажем так, кулинарный формат, с чем ты к нам сегодня пришел? Так, сегодня я хочу приготовить лазанью, итальянское блюдо, и салатик легкий, который тоже родом из Италии. Так, почему выбор пал именно на это? Есть какая-то история, какая загвоздка? Просто наши дети обожают итальянскую кухню. Так. Дочка любит лазанью, сын обожает все виды пасты. Пасты. А, да ладно. Ага. И Ну и, соответственно, ты мы, научился готовить? да, частенько готовим эти Пришлось блюда. научиться, да? Пришлось как бы. Папа, давай лазанью, и куда деваться, да? Да, ну один раз приготовил, понравилось, все, Ага. говорит. Ну, здорово. Есть какие-то свои секреты, что-то это, трудности, может быть? Ну, С первого раза получилось? С первого раза получилось, да. Да? Значит, просто. Шутка. Не, я готовлю с детства, поэтому Да? да, И поэтому, в принципе... не так уж далек от кулинарии. Ну, здорово. Так, ну что ж, мы, получается, сегодня... Семен уже, смотрю, Да, знает примерно, сколько готовить, и, по-моему, Да, начал это уже то, какие-то приготовительные работы. более-менее вложиться в наше время. А я тут вы до передачи что-то стояли, шептались, разговаривали, что там, кто за Ну, что вот ответственен, жарим лук. зона ответственности, да? Также я начну жарить фарш Ага. во время вот нашего знакомства общего. Да, Ты разговор. сделаешь салат как раз. Так что, в принципе, должны успеть. Ну, если что, немножко возьмем паузу. Возьмем паузу, да, потому что, я так полагаю, она не готовится очень быстро. Да. Правильно? Сколько времени примерно? Примерно час, наверное. Час, да? Потому что Ну вы все, должны мы приготовить возьмем еще паузу, ничего страшного. запечь. Передача на 45 минут, ну, успеем, короче. Давайте. Жарится лук и, чуть-чуть объясняйте, что вообще как. Это же слоеное тесто, между ними Да. фарш, правильно? Это Ну, несколько слоев. Ну, как бы, да. Листы лазаньи, Так. идет соус, Которые вот, да? да, Угу. соус бешамель, Так. соус болоньезе, сыр тертый. Ага. И это повторяется несколько слоев. Повторяется. По-разному, кто как любит, может 2-3 слоя. У кого-то больше бывает слоев. Ну, такого понятия, как классическая лазанья, нету. Ну, то есть, скорее всего, это от региона, да, там, от региона в Италии Лигурии зависит. так-то, в Ломбардии так-то и все прочее, потому что я тоже в Италии много раз был. Форса везде, Милан. да. Форса Милан. Да, я за Милан болею. Поэтому я знаю, что такое лазанья, тоже не понаслышке. А это вот салат еще будет, да? Да. Или что вы сказали, Салат салат? у меня будет с листьями салата, свекла, апельсин. Летний легкий салат. Летний легкий салат и Да. лазанья. Ну круто, мы наедимся раз навсегда, здорово. Ну, лазанья же довольно такое питательное, калорийное блюдо получается, же, да? Длинные углеводы. Да. Я правильно сказал? Хорошо. Ну что, я-то знаю, Жень, да, что ты из Тюнгулю и все прочее, да, но немножко расскажи, пожалуйста, нашим телезрителям о себе, ну и параллельно там, да, что-то вы делаете, а я буду слушать. Ну и телезрители будут Так. слушать. В 1999 году я действительно окончил Тюнгюлюнскую среднюю школу и поступил в Институт математики и информатики, Выбор пал, почему именно на это? потому что я люблю в целом математику с детства. Она мне... И папа математик, я знаю, он меня Да. учил. Да, И даже однажды из срока выгнал. В 9 или 10 классе вполне возможно, не отрицаю. я страшно несносный ребенок был. Вот. Научился хорошо. Итак, Тогда я еще думал, куда поступить. У меня английский язык еще был нормально, неплохо, хорошо. Да. Был призером улусных олимпиад то есть, по получается, английскому. оба полушария. Обычно считается, что техническая часть, гуманитарная часть, у тебя и там все в порядке. Надеюсь. Как, если ты выбор был и вроде как, обычно же делится всегда строго. Типа, я гуманитарий, по математике я вообще не бельмеса. Либо точные науки, физика все хорошо, пишет неграмотно или что-нибудь такое. У тебя все было кайфушка, да?
Да, школу я окончил с золотой медалью, если У. что. Да, да, я знаю об этом, но специально я хотел, чтобы ты сам сказал. Поздравляю, молодец. Спасибо. Ну и в Институте математики и информатики я окончил бакалавриат, магистратуру, аспирантуру. И как результат обучения, Засчитывай. 9-летнего обучения математики, я стал кандидатом физико-математических наук. И сразу, то есть очной аспирантурой защитился, да? Ну, защитился не сразу, а через год после окончания Аспирантуры. аспирантуры. Вот. И пошел работать. И остался работать в своем А. родном институте. Слушай, как ты относишься к тому, что, ну, сейчас немножко провокационный, да, вопрос. Потому что многие ученые, ну, в ученом свете считают, что ну, математика, по большому счету, это вообще не наука. Ну, я бы поспорил, Но потому что математика – это одна из самых фундаментальных наук. одна из И- самых первых, между прочим. Да. Да. А говорят, что она прикладная, те, которые ее только применяют. И то не Физики, все. химики. Физики, химики, Которые формулы экономисты. пишут, и все, да. Да. Ага. Они применяют те результаты, которые уже доказаны, и на них строят свои теории. Так что, в принципе, математика очень фундаментальная наука. И даже если сейчас непонятно, как вот эту вот фундаментальную математику применить в жизни, то это вполне может произойти через, не знаю, с развитием науки и техники Ну, в будущем, 50, в будущем, 60 да. лет. Ну, то есть да. всевозможные теории существуют, которые пока не нашли применения, но они есть. Да. Готовятся для того, чтобы другая наука шагнула и воспользовалась этим. Ну, в частности, можно так физика. сказать. Физика. Ну, в частности, физика, да. Да. Ну, В большинстве своем это как раз физика должна развиваться в ногу с математикой, чтобы знать, как ее применять. то есть вы хотите сказать, что вы как математик опережаете... Да, мы работаем на будущее. Всегда же говорят, да, каждая лягушка хвалит свое болото, соответственно, вот как бы вот так. Может быть, Да. да. Ну, немножко потруниваю, потому что я как физик, да, многие так говорили, так, немножко снисходительно для концой относились к математикам. Ну, вы математики там, ну, как вы, типа вот так. Ну, ладно, шутки шутками. Но я знаю, что всевозможные гипотезы, теоремы Пуанкаре, там все прочее, вот это недавно там Оскар, говорю, господи, Нобелевскую премию наш соотечественник получал, ну, которая задача вообще не решалась многие сотни лет. Также это же тоже из области же математики. Ну, да, вообще говоря, Нобелевскую премию никогда не вручали математикам. Но из-за того, что, ну, не будем знать, Ну, но да. многие знают, да, почему Нобель не любил вот эту Да. науку именно. Ну, не то чтобы саму науку. Да, математиков Да. не любил, да, вот. Вот. Но, в принципе, у нас есть Филдсовская премия. Среди математиков тоже очень крутая, всемирная. Ежегодно ее вручают на Конгрессе математиков. Вот. Но, ну, я так скажу, математика действительно очень такая фундаментальная наука, сложная. И в основном вот все передовые вот такие научные открытия делаются теми, кто посвятил себя математике и занимается ее профессионально. То есть это научные. Конкретно наукой, да. Да, Ага. это научные сотрудники. Ну, конечно, мы как преподаватели тоже занимаемся не тоже наукой, но мы в большинстве В своем, меньшей степени, да? например, на моем примере, Ага. я работаю вот на пару с научными сотрудниками, например, консультируюсь, мы решаем задачи примерно одинаковые. Ну, то есть советуемся. Ну, тем не менее, даже те ученые, которые, ну, скажем так, всю жизнь, всю дорогу на полях, они же все равно приходят к педагогической деятельности, все равно преподают и все прочее. И либо бывает те, которые там сидят в кабинетах жестко. По-разному. По-разному, Ну, конечно, большинство ученых начинают преподавать, Но для потому что поддержания формы. да, все равно надо искать своих преемников, Ну да. их надо взращивать, они Да. просто так Да, с воздуха не возьмутся. ниоткуда не появляются, да. Да. Ну, хотя бы быть научным руководителем для Да. вчерашних студентов, скажем так, да? Ну да. Воспитывать, скажем так. Да. У тебя, значит, ты пошел уже сразу в педагогическую деятельность. Ну, не совсем так. Я начинал свою рабочую как Деятельность. Мгм. деятельность
ну, таких должностей, как инженер, программист, заведующий кабинетом. Ну и потом только вот ближе к защите кандидатской диссертации я уже стал преподавать. Ну и, соответственно, преподаю до сегодняшнего дня. Ну и не только вот в Институте математики и информатики, но еще и читаю алгебру для обучающихся нашего университетского лицея. То есть при СУФУ. Это для школьников, получается? Это школьники 10-11 класс, да. Школьники, ага. Отличается преподавание для от школьники и студенты? Ну, конечно, есть отличия, потому что там, ну, как бы уже целевая аудитория разная, соответственно, и предмет разный. То есть, если я школьникам даю алгебру начала анализа, то для студентов это уже математический анализ. Матан. Да, то есть это высшая математика начинается. Да. Как бы продолжение того, что они обучали в 10-11 классе, мы изучаем уже более углубленно, серьезно, со всеми доказательствами, выводами. Матан, дифур. Для меня это было что-то вообще вот такое. Аналитическая геометрия, вообще жесть. Эти матрицы вообще в голове до сих пор. Вот, вы как раз Я не знаю, как это сдал. И не помню. назвали все те дисциплины, которые у нас на кафедре основные. Это алгебра, геометрия, математический анализ и дифференциальные уравнения. Да, дифур, да. Вообще жесть. Жесть жестяная, короче, да. Я преклоняю голову. И я сейчас, честно говоря, вот я 30 лет назад закончил. Я не помню ни как вычислять интеграл, ни дифференциалы и все прочее. Сейчас это со временем же забывается, да? Если ты постоянно не тренируешься, то увы. Ну да. Скорее всего это так. Как это любой нормально? навык. Это навык, да. Да, это как тренировка. Если ты натренирован, в молодости подтягивался, это забросил, все, считай, что я сейчас на турнике и все, ноль. Грубо говоря, так, да? Да, и это нормально. Действительно так, это нормально, потому что Если такое со всеми бывает. Ну, хорошо. Так, Так ну, что давай. можешь не огорчаться. Да, могу не огорчаться, да. Можно мне тарелку Тарелку? для салата? Вот эту? Хорошо. Я начну выкладывать. Ну, как говорится, что обо мне, да обо мне. Давай, Женя, о тебе. Ты сейчас еще и являешься, вот у нас скоро будет же юбилейная 30-я Олимпиада международная Туймаада. Расскажи, пожалуйста, о ней. Ты сейчас уже председатель жюри. Да, действительно, Международная Олимпиада Туймаада по математике, физике, химии и информатике, она проводится с 1994 года, то есть нынче это будет 30-я Олимпиада. Юбилейная, да. Да. Но сразу забегая наперед скажу, что все эти 30 лет безостановочно проводилась только математика. Потому что она была первой. Каждая лягушка хвалит свой болото. Так. Первая Олимпиада была только по математике. И оценив тот уровень задач, вот эксперты сказали, что надо продолжать. И с каждым годом вот она нарастала. Ну, можно сказать, 30 лет тому назад не было вообще понятия дисциплины информатика. Ну да, ее не было, компьютеров-то не было, по большому счету. Да, поэтому... Ну, может быть, были где-то такие с огромной комнатой, 286 занимал, может быть. Но... Да, поэтому это самая молодая дисциплина или самый молодой предмет, который добавился в программу Туймаады, но очень хорошо влился, и информатика тоже очень такая интересная. Ну, сейчас получается 4 дисциплины, да? Да, по 4 предметам. 4 предмета, ага. Участие принимают школьники. Вот у нас, если за весь период взять, то на Олимпиаде принимало больше 4000 школьников. Если взять географию, то это получается 1/3 всей России. Вот, да, достаточно. Нет, достаточно. Ага. 1/3 России. Ну, то есть да, из России приезжают, с региона. И еще более 20 зарубежных стран. Даже таких, как дальних, скажем, США, из Европы много стран участвовало. Ближние зарубежья. Юго-Восточная Азия много, знаю, приезжает. Да, Индонезия, Сингапур, да? Да, Они Таиланд, Южная Корея. Потому что мой сын участвовал, ну, немножко безуспешно, но он говорил, что они по информатике, все прочее, Сингапур, Индонезия, они вообще вот такие топовые. Да. Были.
Ну, и сейчас есть. И Но, сейчас, да. Ага. ребята из нашей республики тоже показывали в определенные года очень Неплохие. высокие результаты. Да. У нас есть и призеры, и победители разных лет, которые сейчас уже они являются членами методической комиссии. То есть они составляют задачи. Ну, то есть для те олимпиады. ребята, которые когда-то участвовали, они уже выросли, Которые стали тоже стали, как призерами. ты, доцентами, защитились. Ну, и- не обязательно. Ага. Кто-то может просто работать программистом Ага. И, где-то и помогает этим. в крутых фирмах Ага. и помогают. Вот они помнят, как, И помогают. что такое олимпиадная математика, что такое олимпиадная физика. Да? Кто-то работает научным сотрудником. И вот они со всей России и зарубежья вот помогают нам Готовить задания. готовить задания. Ага. А некоторые призеры и победители, они даже работают в качестве членов жюри. Мы специально их приглашаем, студентов, аспирантов, вот, научных сотрудников, которые сейчас работают в различных научных учреждениях по всей России, в университетах по всей Ну, то России. есть выступать Да. в качестве экспертов, да, наверное? Да. Вот они очень хорошо нам помогают, как и при составлении задач, так и в этом проверке работ. Оценки. Да, Оценки, проверке работ участников Олимпиады. Поэтому мы очень благодарим их каждый раз, когда они приезжают к нам. То, что они не забывают, откуда они да. выросли. Как говорится, откуда ноги растут, да? Да. Так. А если я не ошибаюсь, по-моему, в начале июля, да, будет уже? Да, Олимпиада будет проводиться со 2 по 10 июля. Ну, примерная программа известна, но она будет корректироваться, конечно, само собой. И, в принципе, ну, пока сейчас идет вот регистрация и прием заявок участников. Даже То до сих есть, пор идет. Да, вот, ну, например, Республика Саха еще не определила, какие команды. Ежегодно у нас бывает 2 команды из республики. Ну, то есть Первая, вторая. первая и вторая. Ну, само собой, первая команда у нас более сильная, Ну, которую да, мы да, да. делаем ставку. Да. То есть это старшеклассники в основном. А вторая команда это у нас наша будущая надежда. Те, которые, скажем, в следующем году, Станут первой командой. да, уже условно. став уже более опытными, посмотрев, как проводится Олимпиада. Потому что Олимпиада это же соревнование. Конечно, в любом конечно, случае, да. поэтому надо Мало готовиться. знать. Да. Мало знать, потому что есть условия. Может на время, может как-то это, может кто-то там не Да, успел на белый стратегию вик, да, надо стратегию, какую-то разрабатывать Тем более, если в именно команде. для этой Олимпиады. Да, да, да. Ага. Поэтому это очень важно, само собой. Так. Можно- И сколько народу ожидается нынче в этом году? Ну, пока уже около 100 человек зарегистрированы. Уже вот так. Да. Ну и вот будем смотреть. Но тем более вы говорите, что заявки еще до сих пор собираются, Да, да? две самые большие команды еще не выставили свои команды, то есть заявки. еще- То есть это ну, то есть Республика они- Саха-Якутия. Они пока еще ждут. Да. Ну, вот на Не- правах, не на то, правах чтобы- хозяев. На Да. правах хозяйки, да? Ну и еще Казахстан, который обычно с очень большой командой, большой делегацией большой отправляют, делегацией принимает участие в нашей Олимпиаде. То есть они вот формируют свои команды. Но они Ну, приедут обязательно. Да, они обязательно приезжают, потому что наша Олимпиада очень высоко котируется в Казахстане. И, скажем, вот призеры Олимпиад Туймада в казахские вузы, например, поступают ну как, вне конкурса. Без вступительных испытаний, БВИ. Да. Да? Надо Да. же. То Ну, есть, то есть я бы как раз хотел задать вопрос, что же дает Олимпиада? Ну, одно дело это просто, а получается, что даже в Казахстане, то есть ну, в дружественной стране СНГ, да, получается так. А для российских вузов что, есть какие-нибудь привилегии? некоторые российские вузы, Мы тут по сути, да, добавляем? да, некоторые российские вузы действительно принимают во внимание нашу Олимпиаду и тоже дают дополнительные баллы.
Ага. Ну, а в целом это же как бы готовность, ну, проверка своих знаний. Ну, в Для первую очередь школьников. для участников, для ребят. Да. Тем более, потому Ну что... и потом мы расширяем свои международные связи. То есть с того же Казахстана приедут преподаватели, учителя. То есть мы с ними познакомимся, будем уже друг другу помогать, как говорится, задачами и информацией, например, да, что нового в том или ином. Так, ну и это форма общения международного получается. Ну да, да. Новые знакомства, новые связи Да. и все прочее. Слушай, а ты когда сам был школьником, доводилось участвовать тебе? Я принимал участие на различных олимпиадах, но на Туймаду Именно взаимодействия нет. нет. Ага. А, ну, по твоим субъективным оценкам, как сильно меняется задание? Кто их составляет вообще? Так, ну, первые олимпиады. Это же надо каждый раз что-то новое, да? Да. Ну, то есть невозможно же взять задание, типа 15 лет назад, они нифига не помнят, давай вот это забацаем. Ну, это же не канает. Нет, конечно, Ну нет. да, да. Задачи в основном никогда не повторяются. Да. Во-первых, да. Это опять же каждый раз надо что-то новое придумывать. Да. Пусть Но одни и те нам же- те очень же- большую помощь оказывают наши коллеги, вот, например, из Центральной методической предметной комиссии по математике. Вот, я в ракурсе математики буду говорить, например. Ну, конечно, конечно, Они, ну, это Александр Сергеевич Голованов, который является уже вот более 20 лет, помогает нам составлять задачи. Он является членом вот как раз-таки Центральной предметно-методической комиссии Всероссийской олимпиады школьников. Он еще и является членом жюри Международной олимпиады школьников. Так что у него очень большой опыт, во-первых. Ну и таких коллег из разных вузов, которые являются именно вот членами Центральной предметно-методической комиссии, они вот и помогают, дают нам вот направление, дают нам свои авторские задачи. Ну, То есть мы свои задачи предлагаем им, говорим, вот мы придумали такую да. задачу, Ага. а они говорят, да, интересно, давайте вот это вот, а может быть мы сделаем так, что вот это вот поменяем тут чуть-чуть. И вот в таком ракурсе у нас получается, что мы составляем наши задачи. ну да. Ну, да. Олимпиада проводится в 2 дня, соответственно, задач требуется много. Ну. Сразу так скажу. Каждый день по 4 задачи, например, по математике. По физике и химии эти 2 дня они распределены как теоретическая часть и Экспериментально. экспериментальная. Да. То есть, в принципе, этим отличаются. Ну, а у информатиков это, конечно же, олимпиада по программированию. Ну да, Стандартно. там- То есть они Там на все, скорость, на время, да. прикладное, да. На решение каких-то вот интересных задач. Ну и, как я всегда говорю, хорошие информатики, они в первую очередь хорошие математики. Ну да, без Потому математики что никак. без математики они не могут решить эту логическую задачу. Так, ну что ж, а тем временем, Семен, расскажи, пожалуйста, что ты Мы делаешь, сейчас что у нас Дальше получается. подготавливаемся. Подготовительные работы ведутся. Да. Так. Осталось совсем немножко, мы сейчас подготовим. Салат это все, да, или что-то еще? Нет, сейчас. Потому что я тебе заговорил, кажется. Да. Чуть-чуть. Чуть-чуть, да? Ну ничего, это Отвлек. нормально. Некоторые люди тоже же, как бы это начинают говорить, или забывают об этом. Либо начинают резать, писать вопросы, отвечать. Ничего Да. страшного. Ну, сейчас я еще почищу апельсин. Так. Так. Добавляется салатик. Свеколка Свекла. уже, да, свекла уже отваренная, я так понял. Да, ну я не отваривал, я запекал В духовке. в духовке. В фольге, наверное, да? Да, в фольге. А. Ну, когда запекаем, у нас цвет очень насыщенный, и вкус, и все витамины остаются. Ну да, в собственном соку практически получается. Да, Хорошо. поэтому
я считаю, что это лучше, чем варить. В воде, да. Ну, в воде уходит, можно сказать. И говорят, даже термическая обработка убивает витамины. Долгая. Ну что ж, ладно. Давай поговорим про твои хобби. Бальные танцы. Ну, Какую часть занимает в твоей жизни бальные танцы? Хотел бы задать вопрос, да, ну расскажи, пожалуйста, сам. но, в принципе, бальными танцами я занимался где-то вот как только защитил кандидатскую диссертацию. Так. То есть у меня Это- появилось, как говорится, свободное время, кроме науки, На себя, так сказать. на себя, да. Ага. И я Это вот решил заняться бальными танцами. Ну, в принципе, в детстве у нас в школе всегда проводились конкурсы бальных танцев. И мне было очень приятно смотреть. Ну, я как-то даже участвовал в этих бальных танцах В школе. в школе. Когда я был школьником, такого у нас не было, по-моему. Ну, да. Ну или было, но мимо меня прошло. Я как-то больше футболом. Ну ладно, так. Ну и в 2011 году я начал заниматься бальными танцами, ну и ходил в хобби-класс под руководством Надежды Николаевны Константиновой. Мгм. Вот. Хобби-класс назывался как раз-таки «Надежда». Мгм. Ну, потом принимал участие в различных вот этих соревнованиях среди любителей танцев. Мгм. Ну и как-то увлекся этими танцами, что благодаря танцам я нашел свою половинку. Очуметь. Ну то есть ты не ради нее пошел, а пошел и нашел там. Да. Ну, не прямо вот в бальных танцах, да. Ну, как-то, А. как-то повлияло, да? Это, да. Можешь рассказать? Это интересная история. Ну как? Я, например, свою половинку пошел на свадьбу и там нашел. Ну, не на свою свадьбу, а на свадьбу брата. Вот. Мгм. Так, ну, в 2012 году я принимал участие в конкурсе. Ты очень часто говоришь про цифры, вот именно математический склад ума. Когда Да. начинаем что-нибудь вопрос задавать, ты сразу заходишь в 2099 году, я кончил школу и начинаешь уже рассказывать. Прикольно. Так? Ну, так. Да-да-да, ну я и говорю, это математическая ума, это, между прочим, комплимент. Хорошо. Так. Участвовал в республиканском конкурсе «Стань звездой». Это по танцам среди непрофессионалов. И там Ну как это, типа вот сейчас, танцы на первом, типа вот этого, да? типа вот этого. Ага. Ну, мы принимали там участие, ну, мне понравилось. А потом в 2015 году этот же проект, ну, получается, там 5-й раз проводился. И пригласили участников из прошлых лет. И Татьяна Шаранская тоже мне предложила, Звезд, ну, как бы уже... звезд прошлых лет. Да, Ага. тех, кто уже участвовал, по второму разу принять участие, но формат немножко поменялся. Но, в принципе, тоже мы танцевали и бальные танцы, и народные танцы. М, То есть это было очень так интересно. Ассорти, да? Ага. В принципе. Ну и вот в 5-м сезоне как раз-таки я танцевал на пару со своей будущей женой. М, очуметь. Так Ну, то что есть мы нашли зе- друг зе- друга зе- в звезды- танцах. Звезды сошлись. Да. Прикольно. Так что А какие танцы танцевали, ну вот из бальных? Наверное, классические в основном, да? Ну, Вальс, танго. нет, я Нет? танцевал румбу. Румба. Ага, так. Бразильская. Ну, это первый раз, когда участвовал. А потом в 5-м сезоне уже был вот микс танцев. М, Самбо, румба, ча-ча-ча. мгм. Все танцевали. Ну, распределили всех участников по танцам. Ну и общие выходы были. Так Ну, что, немножко из чего-то, немножко из чего-то, немножко из того, да? да-да-да. Прикольно. Я танцевал один раз танго, ну, опять я про себя начинаю рассказать. Ну, получилось, мягко говоря, вот так.
А ты танцуешь танго? Нет. Почему? Надо попробовать один раз в жизни, чтобы поугарать над собой. Ну что ж, Что у нас? мы берем лист. Так, Сейчас лист. вот так поставим. Ты объясни, пожалуйста, что вот случилось. Либо получается фарш обжарили, добавили томатную пасту обжаренную, там также помидор, Ага. соус бешамель совсем простенький, это получается растительное масло, сливочное масло, Немножко немножко муки. муки, добавили немножко молока, и все, самое простое. Смешали. Соус бешамель. Да. Он как раз у нас идет. Вот сейчас мы, получается, Евгений купил уже готовую такую пасту. Коллизионе, барилла. В Так. целях экономии времени. Экономия времени. А, можно самому делать? Да. А можно просто выкладывать, да? Да, ну можно, Ну, если совсем много времени, конечно, можно сделать самому. Тики-тики. Самому вот это, да? ну тогда немножко надо отварить. А, ну понятно. Ну, нет. Ой. Ой. Масло ножом сюда не надо? Надо. Немножко, да? Немножко масла. Капельку. Масло. Чтобы не прилипло, да? Я так полагаю. Достаточно. Мгм. Так. Ну и начинаем выкладывать по очереди. Сначала листой, да? Нет, Не, сначала нет, давай вот давайте вот так. размазать. Ага. Я, Сначала что-то делаем? я размазываю. соус бешамель чуть-чуть. Сюда? Чтобы, да. Чтобы у нас... все, достаточно. Я буду считать, что я тоже приложил руку. Можно салфетку? Да, пожалуйста. Мы берем. Чуть-чуть. Нормально? Консистенция? Да, нормально. Вот То сюда, есть- да? Сколько? Хватит, да? Хватит. Размешиваем. Ага. И сюда выкладываем уже лист Вот этот. лазаньи. Мгм. Так. Ну, судя по количеству фарша и соуса бешамель, Ну, у нас получится много. Листов достаточно. Два будем делать, да? Такой Да, квадратный. Немножко придавить, чтобы вот так тоже распределить. Затем давай так поставим, потому что Так. Затем добавляем сейчас давай вот сделаем так Кедровые орешки. сразу. Ой, утонуло. Кого-кого? А, ложка утонула. Ничего. Так, добавляем соус болоньезе. Это у нас фарш с овощами. Ну, И в частности, с это с томатной пастой. томатная паста, помидоры, лук. Распределяем по всей площади. Снова добавляем бешамель. И нам нужен сыр, который надо натереть на терке. А терки у нас нету. А там нету. А, есть. Так, Достаточно. А, вот буквально чуть-чуть вот так, да? Хочет Так. убежать. Сыр какой подходит или любой? сыр, тот, Скорее который всего, вам Скорее всего, твердых сортов, да? Нет, полутвердый, средний. наверное. Ну, Обычный? наоборот, если сильно твердые сорта бывают сильно пахучие. Маздам, например, вот эти. И они особо не тают. То Они есть могут, наоборот, чуть-чуть. Наоборот, мягче надо, да? Можно взять российский, Эдам, Гауда, вот такие сыры. Ну, пока Семен натирает, Жень, вопрос такой. Ты уже сказала, что больше сторонник якутских блюд, да? Есть любимые блюда вообще? ну, вообще я люблю мясо, жеребятину. Ну, любимое блюдо, значит, мясо. Каждый день можешь кушать мясо. Мясо можно кушать каждый день. Так. Далее И... добавляем А, вот так даже можно. А сколько обычно слоев бывает? минимум 2. Вот в различных ресторанах они подают по-своему, но мы обычно делаем 3 слоя. А, да? Ну, зато потолще. Да.
По-моему, классическое уже много-много-много, там вообще тонкое мясо кладут, или Ну, нет? да. Как будто больше пасты, ну, больше листов бывает. Ну, или мне так кажется. Ну, потому что так Ну, более экономнее и ну да. сытнее будет. Да. Достаточно. Сейчас. Это второй слой. И вот так. А, мы можем же, вообще можно было, учитывая, что фарша много, вот так. Ну, и можем здесь, если что, добавить ряд. А, да? Да. А может так и сделаем? Останется, если жене увезу. Чем больше, тем лучше. Тем больше, тем лучше, да. Ну а что оставлять-то? Что ребята все голодные. Режиссер, операторы, техники. Все хотят кушать. Ну, а сюда добавим. Вот сюда налить. Да. И тут передай, пожалуйста, пасту. Пасту? Да. А, эту. И с этой стороны тоже. Давай. Тогда у нас, в принципе, получится. Пожалуйста. Спасибо, мы быстрее не справились. Да. Что бы вы без меня делали? Ну, не выкидывать же. Добро. Да, Женя? Конечно. Ну. Дома мы выпекаем целый противень, Мгм. так что ингредиенты примерно были посчитаны. Ну, суть На до большое дела, количество. у меня еще Да. один вопрос возник. Я уже упомянул, что вот твои родители, ну, в твоей семье получилась как бы немножко преемственность же, да? Папа математик, ты пошел по стопам, а твои родители меня учили, и видите, вот что из меня вышло. Ну, в принципе, неплохо же, Да, да? у нас, вообще говоря, педагогическая династия по Да, маминой линии. да, 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 да. А ты бы хотел бы, что твои дети математиками стали? Ну, я считаю, что это выбор каждого. Это хотеть, не хотеть, это можно что угодно. Мгм. Но каждый выбирает свою профессию или свое будущее сам. Ну, дочка у нас поступила на направление прикладная информатика. То есть, Ну, тоже, то есть, в принципе, то есть близко. да, Мгм. тоже близко. Ну, Так что ну, она занимается более прикладными вещами, то есть ну, веб-дизайн и так далее, да. Мгм. То есть это ее хобби, например. То есть это, еще раз говорю, выбор каждого. Ну, она долгое время думала, кем бы стать. Мгм. Каждый год меняла свое направление. Ну и потом уже поняла, что информатика ее. это, ну да, Ну, то есть, за ним будущее. Ну, то, что это душа, да и интересно. душа лежит, Так, мне кажется, еще очень важно. Пасту. Паста. Это мне, это Жене, это Семену. Посередине. Вот, видите, как клево все получилось. А? Что бы вы без меня делали? Победа. Победа. И это тоже распределить. Это у нас каша из ложки. Как в сказке, каша из топора. А сверху нужно класть вот это или нет? Это вот все, Нет, да? нет, нет. Нет, да? Все, сейчас посыпаем сыром. А, ну то есть, ну, это паста, фарш, паста, фарш, паста, фарш и все. То есть сверху не закладывается. Открытая получается, как пицца. Ну и сейчас вот это все должно растаять. Ну что ж, хладнем. И 180 градусов. 180 градусов. Минут Примерно 20. Да, минут отойдем 20. немножко. Закладываем, засекаем время, возьмем паузу, ну и будем ждать, пока наша лазанья приготовится. Ну что, дорогие телезрители, мы взяли немножко паузы, благо эфирное время нам позволяет. Ну и вот кульминация нашего, Да, скажем так, сейчас я вот. кульминация нашей передачи, кульминация нашего вечера. Та-та-да-да, та-та-та-да, хотелось бы сказать.
Да-да, чуть-чуть. Да-да, отойдите, пожалуйста. Это можно обжечься. Наш шеф сказал, что как раз то время, которое требуется для классической лазаньи, оно соблюдено. И вот что, красота у нас получилась. А тем временем последние штрихи Женя займется, по-моему, да, салатом. Да. Да, как Добавлю да, как... немножко сыра фета. Это Можно добавить. творожный сыр. Да, творожный сыр. У-у-у. И, мне кажется, получилось вообще. А тем временем Семен достал шпатель откуда-то. Посолить и по желанию поперчить можно. И орешек. А, орешков, кедровых орешков. Ну, орешки могут быть Любые. любые. Ну да. Грецкие, Сейчас вообще... кто что любит. Сейчас самое крутое это тыквенные. Да. Да? Но тыквенные надо немножко сначала обжарить, Да, потом обжарить. добавить. Ну, вот именно не обжаренный, а в оригинальном виде, вообще говорят, топчик. Семен? Спасибо. Спасибо. Ну что, друзья, Да, давайте. у нас все, последнее приготовление, действительно, да, кульминация нашего вечера, нашей передачи. Давайте пробовать лазанью от доцента Института математики Евгения Шарина. Что получилось? Класс. Что ж скажет шеф? Очень вкусно. Все правильно? Здорово вообще. Ну, остро, остро. Салат обязательно попробовать. С апельсином обязательно. С апельсином. Ну, вот такое описательное сочетание должно же быть, да? Да. Сыр, свеколочка, апельсинчик, И еще немножко Орешки. орешков. орешки. Соус бальзамика вот так еще чуть-чуть можно. Ну, здорово. Жень, спасибо тебе большое за беседу, за блюда вкусные. И у нас такая традиция, на камеру эту, пожелание для наших телезрителей. Так, ну, хочется в первую очередь, чтобы наши ребята показали очень достойный результат на Международной Олимпиаде Туймада 2023. А всем телезрителям пожелаю здоровья, счастья. Все время улыбайтесь, радуйтесь. Пусть у вас всегда будет вкусная еда, вкусная и простая. Да. А я скажу, что у нас сегодня был в гостях Евгений Шарин, мой соотечественник, односельчанин, доцент Института математики и информатики. Спасибо тебе еще раз большое, Женя. Семен Тарбахов, я Петр Цепандин. Программа «Просто вкусно». На этом мы потихоньку прощаемся, уходим за кадр. Будьте здоровы, друзья, и кушайте всегда хором. Просто И вкусно! Редко так делаем, но сегодня сделали специально. А мы продолжаем кушать. Наверное,